Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». У нас был это крупный специалист Хатыб Усманович Усманов. Он очень много сделал по изучению истории Золотой Орды, литературы. Он является наставником многих наших ученых. Он говорит, для развития письменной литературы, для развития вообще народа необходимы города. Городская жизнь. А здесь Золотая Орда, хотя это были люди, которые вели кочевой образ жизни, а здесь городская жизнь была очень развита. Здесь Астрахань. Астрахань, между прочим, несколько лет там отмечали, праздновали, что Астрахань, то есть столько лет, начиная с периода Ивангорода. Нет, там уже был город такой известный, Хожтархан. Ибн Батута в XIV веке пишет, это такой крупный арабский путешественник, что это там много купцов из различных стран. Это, говорит, город такой прекрасный. Еще Астрахань, Сарай-Бату, Сарай-Берке, Кафа, Азах город, и дальше Укек город, и сюда уже, Казань считается, Беляр, Волгора, и много таких, Нарушат, таких городов. И в Крыму, Евпатория, там уже Азах, Кафа. И, между прочим, с начала 13 века там уже согласие этих местных наших правителей, дальше с правителем Золотой Орды, итальянского купца, основали там свои торговые факторы. Пункты такие. И, между прочим, это какие торговцы, они занимались и обменом и духовными ценностями Европы. И здесь Востока, между прочим, о них очень много пишется. Кроме того, и третий вариант. Золотая Орда имела тесные отношения. В первую очередь, конечно, там Китай, потому что там чингизы правили, Иран, Хулаку и ряд других-то, а уже особенно с мусульманским Востоком. И в первую очередь мамлюкским Египтом, потому что здесь в Египте нынешнем с 1259 года до 1516 года правили мамлюки, значит, невольники. Здесь уже египетские правители, они нанимали для себя как службу уже таких наемников. Пленных, еще ряд других, они хорошо отзывались. И, между прочим, Бейбарс, выходец из Дешти Кыпчака, из Нижнего Поволжья, он захватил, когда уже Фулаку, другой сын этого, внук Чингисхана, захватил Багдад, хотя приближался к Египту, он организовал отбор и взял власть в свои руки. Бейбарс. Между прочим, Бейбарса казахи делали лет 30 лет тому назад фильм, и они уже представляют Бейбарса казахами. Никакой он казах. Нет, это уже представитель Поволжья. Он татарин. И, между прочим, здесь уже между мамлюкским Египтом и Золотой Ордой тесные экономические, торговые, там и религиозные, и по другим параметрам связи были очень. Об этом много написано в Тизенгаузен книге. Амин Аль-Холи и ряд других, Якубовских, греков, много у нас. И наши татарские ученые, в том числе там Закиров, еще и ряд Миркасим Усманов. И, между прочим, там в Египте распространялся тюрко-татарский язык. И некоторые даже правители мамлюкского Египта не знали арабского языка, а сами правили этим государством. И, между прочим, наши это многие, сейчас, немногие уже, сейчас таких представителей, когда здесь началась смута, после этой эпидемии, после болезни, чума такое распространение в XIV веке, во второй половине, они переехали и продолжили свое творчество. Из таких Махмуд Сарай Гулистани. Он родом из Нижнего Поволжья. Махмуд Сарай, значит, из Сарайский. Гулистан был другой город, и там уже он был этого Египте, он был начальником, руководителем, предводителем канцелярии, султанской канцелярии. И у него есть некоторые стихотворения
сохранились. Еще по юриспруденции писал. И другой Саиф Сарай, об этом я говорю еще. Берке Факих и ряд других таких представителей. Вот это связи, многовековые связи с Мамлюкским Египтом как-то положительно влияло на духовную жизнь Золотой Орды. Золотая Орда. И здесь, конечно, период Золотой Орды развивался, значит, для развития письменной культуры, письменности, так необходим, как предварительное условие, это наличие городов, городской жизни. Городской жизни. И, между прочим, вот здесь торговые с Западом, Востоком, с Севером, Югом, торговые пути по Волге и по Каспию и по другим вот путям. Здесь очень известно об этом. Между прочим, о Золотой Орде много писали. Много писали и там из других стран. Например, я уже упомянул Ибн Батута. Ибн Батута, он был и в Испании, он был еще и ранее, и в Индии был. Здесь 30-е, 14 века, 30-е, 40-е годы он 2 раза жил. 2 раза приезжал сюда, жил, и он хорошо описывает, что вот в Сарае, этот город прекрасный, литература здесь разная. И письменная литература, эпная литература, и религиозная литература, и художественная литература. Между прочим, вот это письменные памятники, они как-то уже связаны между собой. Нет риска вот таких не отличаются они, потому что даже в художественном произведении поднимаются научные вопросы. Например, стихотворный роман «Кутба Хосров и Ширин», она написана в 1342 году. Там говорится, что вот мир — это движение, звезды тоже двигаются, что человек, судьба человека зависит от обращения. Вот еще поэма Саифа Сарае «Хосров, Суфайл и Гульдурсен», которая написана в 1394 году, говорится, вот уже пишет: когда пленного Сухайла увезли, Хазар шел, дочь Шаха Гульдурсун его видела. И говорит: Хусайl Курдию эйленди бирти, Гунаш Гарден Дайргам мисты Ертик. Видел парня, джигита, и повернул в его сторону, как будто земля вращается вокруг солнца. Мы ведь говорим, что вращение Земли около Солнца, говорится, открыли Коперник, Бруно, а это уже в восточном мире давно было известно. Как известный факт упоминает. Вот художественные, значит, эти вот между ними нет. Религиозные вопросы, еще и другие вопросы поднимались. Да, кроме того, прозаические произведения. Поэтические произведения, смешанные такие есть. И, между прочим, литература Золотой Орды в первую очередь опиралась конечно, на свои духовные достижения, богатство, на фольклорные, на мифологические материалы. И, во-вторых, это до Золотой Орды уже в тюркском мире существовала богатая литература. Между прочим, некоторые говорят, более 2000 лет тюркской письменной литературе. Здесь уже румынские памятники. Еще затем вот такие написаны на бумаге. Грамотная поэма этого Юсуфа Баласабуни написана в 1069 году. Это уже идеальный вот такой благодатный депутат Фубили. Она переведена и на русский язык, и на некоторые другие языки. А еще вот этого словарь тюркских наречий Вахмута Кашкары написано в 1072-74 годах. Это грамотное такое сочинение, там это накоплено языковые материалы, фольклорные материалы, письменные материалы. И вот еще у нас период Болгарского царства, Болгарского каганата, у нас свой Кисса Юсуф Улгали. Это мы еще не оцениваем Улгали. Написано первый вариант в 1212, а второй последний вариант в 1233 году. Мы отмечали, здесь многие знают, значит, в первую очередь опирается на
свои внутренние, мифологические, фольклорные, письменные памяти. Улгали мы еще не оцениваем, это, знаете, это классические великие сочинения, великие такое во всех отношениях, и идейно-тематическом, и эстетическом плане, и вообще вот это гениальное произведение. И период создано, период Золотой Орды, в течение 2 веков создано много письменных памятников. Но, к сожалению, вот приходится, когда в истории, о литературе и культуре Золотой Орды приходится упоминать, часто говорит, к сожалению. Кызганычка каршы, өкінішке, мына шушындай, татарчалап айтабыз қазір шушундан, они многие утеряны. Или пока не обнаружено. Ну, естественно, не только вот это памятники, написанные бумагой, книги, только знаменитые города, построенные из кирпичей, камней, они стерты с земли. Вы знаете, но несмотря на некоторые вот это произведения, с этих времен сохранились. Особенно вот эти первые вот крупные произведения, это Рабгузы. Это написано в восточной части, сейчас Хорезм такой район, Хорезм Киссас-эль-Анбия, сказание о пророках, в 1310 году. Это большое объемистое прозаическое произведение с сочетанием стихотворных. Там представлена легенда о пророках, об известных людях. Материалы это использовано, взято они из Корана и из других источников. Между прочим, в художественном отношении очень так хороший стиль. И это произведение Киссаи Рабгузы, это произведение очень широко распространялось. И в первую очередь, и между прочим, мы считаем его памятником достояния не только татар, но и узбеков и некоторых других народов. В первую очередь и туркам. В первую очередь она написана, это отпечатано в 1859 году, по-моему, в Казанском университете. До октября более 10 изданий. Вот Киссай Рабгузы. Еще другое произведение, известное Кутуб, Хусрау Ширин. Кутуб. Ну, это видим прозвище уже, Кутуб или Кутбуттин, и другой был. И как описывает, по исследованию Габдрахмана Тахирджана из Апостольского района, он был уже профессором Ленинградского университета, между прочим, один из моих наставников. Вот ученый был. Вот такой скромный. Он, к сожалению, уже в 80-е годы умер. Родился он где-то в 1908 году. Знал несколько языков. Скромный такой. У него кандидатская диссертация по футболу. И по настоящему я тоже занимался. У меня в 1976 году вышла монография о творчестве футбола. И вот это произведение, стихотворный роман, он написан на основе известного сюжета Хосров и Ширин. Между прочим, в средние века, и не только у нас, и Европа была такой обычай, на основе известных тем, используем известных образов сюжета написания романов. Это отдел, это еще Гёте, Декамерона, еще и других там, и восточных литератур то же самое. Вот один из распространенных сюжетов был Хосров и Ширин. Фирдауси писал, и далее Джами, и особенно распространено произведение Низами, который он умер в 1208 году. На основе используя это произведение, Низами написал. Между прочим, я когда читаю это произведение, удивляюсь. Какой богатый язык, сочный такой, какие темы освещает он. И, между прочим, и нынешние это писатели даже так не могут писать. Даже так не могут. Здесь уже вопросы о правителе, еще о любви. Великая такая любовь Хосров и Ширин. Не только из-за Хосров и Ширин, а Фархат и Ширин. Это произведение долгие годы было неизвестно. Просто мы считали, что утерянным. Первые обнаружили это произведение, стихотворный роман. Это большой роман, стихотворный роман Парижской национальной библиотеки. И затем уже в середине прошлого века Занячковский,
известный польский такой ориенталист, польский профессор, и затем Габдрахман Тафизянов и наш Хатыб Усманов, они опубликовали это. И сейчас, в начале нашего столетия, 21 столетия, на современный язык Рифат Ахмадьянов, профессор, таким известным был, он перевел с моим предисловием. Эта книга вышла в нашем издательстве «Хасров и Ширин». И далее произведения. Хорезми. Хорезми тоже мы считаем, он без частей, Золотая Орда, где сейчас Хорезм, еще другие города, Хорезм считается. Он в первой половине XIV века жил. Первой половине XIV века. Он писал на тюрко-татарском и на персидском языке. Два стиха, у него поэма «Махаббатнама», поэма «Послание о любви». Послание, лирические поэмы, здесь величие — это любовь. Так красиво описывает он девушек, что у них это «Билleri nişke alarının, hazır күзле yüzleri, hazır куяш gibi башкаларны». Это надо, не переводится уже. И по произведениям. Еще у него лирические касыда есть. В одном касыда, стихотворный такой восхваление, он считает, что если я умру, говорит, тогда мои это имя сохранять, мои это слова, поэтические слова. Хасрок Ишин, Хасрок Ишин, это Хорезмей. Хорезмей, между прочим, не только жил Хорезме, он жил и в Сарае. И он путешествовал по этим странам, мусульманским странам. Еще, это произведение тоже известно стало позднее. И, между прочим, она у нас печатана неоднократно. И особенно среди татар распространено было сочинение Махмуд Сараи Булгары. Он родом из Болгар. Родился в 1297 году и умер в 1360 году в возрасте пророка Мухаммеда. Он учился еще в Средней Азии, долгие годы жил в Сарае, считался таким известным человеком, и у него Нахджид Фарадис. Это райские сады, открытый путь райских садов. Большой объемистое произведение, которое состоит из 4 глав. Первые 2 главы о жизни пророка, еще о сподвижниках. 3 глава о деяниях, сближающих с Богом. И последняя глава — это отталкивающих от Бога. Там даны это различные мнения, это как ящичная композиция, не строгая, там уже один сюжет, а здесь уже различные хикаяты, различные сюжеты, они, которые уже учат читателей к благородству, к религиозности, к уже добропорядочности. Здесь критикуется алчность, еще это коварство. Очень широко распространенное это произведение. Махмуд Сараи Булгулистани. Он умер, я сказал, уже в 1360 году. Он неоднократно у нас много списков, и, между прочим, недавно наш университетский профессор издал отдельной книгой «Нахджид Фарадис». Другой известный произведение Хисан Катиб. Мы не знаем, когда он родился, когда умер, но в середине, во второй половине XIV века. У него, известно, поэма дошла до нас уже Джумджуме Султан. Начинается философский такой. Кто только не приходил на свет. Там перечисляет и мифических, исторических лиц таких. Среди них Чингисхан тоже упоминается, среди Диоклетиан, римский император Башкар. Все они держали свет, но они ушли отсюда без ничего. И потом уже такой вывод. Чөнки килдең дөньяга китмәк кирәк. Бар кешең җиткәнчә хәер итмәк кирәк. Если ты живешь, тогда делай добро, чтобы после себя осталось доброе имя. И говорит, что «Бу кара җир кем күрсәң туп-тулы, әдәм угланнары кичек улу. Һәр кадәм кем җир йөзенә басарсың, һәр кадәмдә әдәм йөзенә басарсың». Это черная земля, переполненная костями уже людей. Куда наступаешь-то, всегда уже на голову людей или на уже их наступаешь. Вот такое. Философское. И там уже как
Джумджума Султан в мире вот из-за одного уже праведный такой правитель, но и за один поступок он карается, уже уходит на тот свет, и тогда уже описывает загробный мир. Какие там, между прочим, говорит, вот здесь каждый человек говорит, если наказание на этом свете не получит, на том свете, и указывает там, вот такой-то человек, такое наказание, такой-то человек, такое наказание, и еще там вообще все без наказания никто не остается. Вот это Хасров, это Джумджума Султан, это философского содержания, это напоминающее Данте, это как там? А, Божественный. ага, да. Так еще Аль-Магари, «Прощание». Такой Аль-Магари, слепой поэт был, умер он где-то в 1057 году. Такой напоминает. И еще, конечно, кульминацией литературы «Золотой Орды» — это Сейф Сараи. Сейф Сараи. Мы знаем, он родился уже в 1321 году, умер в 1396 году. Он говорит, «Komşuluk benim tuğan ilim idi. Bilin, gurbetke kiltirgen bilim idi. Kilip buldum sarayda şiir fidayı, sarayının şaviri ilinin gıdayı. Камышлы йорт, значит, Камышлы — моя родина. Я оттуда переехал в сарай и стал там уже поэтом. Считает себя, я поэтом стал, но уже нищим. Видимо, уже и тогда как-то сопоставляли творчеством поэтов уже такими уже обездоленными людьми. И я уже писал камышлы. Камышлы было вот это храмов, составленный в средние века европейскими путешественниками. На месте нынешнего Камышина стоит Камышла. Может быть. Но некоторые вот наши, Рауль Фахрдинов, крупный нас это историк, еще его сын, и далее там это Абдрахман Тафирзянов, они считали здесь Самарской области Камышла. Между прочим, там уже несколько лет тому назад наш институт истории, он там проводили конференции, они считают его Сейф Сарай своим это земляком. И потом здесь он известно уже в Сарае жил долгие годы, и в 80-е годы он переехал уже в Египет. И там написал свой Гулистан Биттирки, тюркский Гулистан, и Сухаиль Гульдерсин, и другие вот это свои произведения. Его Гулистан Биттирки или Гулистан Биттирки на основе известного сочинения персидского поэта Сарды Ширазы. Ну, как ущербник, в свою очередь, Сарды Ширазы при написании вот сочинения этого произведения он использовал тоже другие источники. Здесь уже из 8 глав предисловие, и там уже как житейские вот это советы, наставления, хикаяты там есть, газели, хикметы. И вот все эти сочинения вот Сейфа Сараи составил, и вот эта книга «Гулистан, лирика, дастан» здесь вот помещена. Между прочим, здесь уже и на русском языке, послесловие, в начале татарно-дашском языке. Сейф Сарай тоже стал нам известно уже только недавно, в XIX веке, во второй половине XIX века. Его сочинение, это рукопись, его сочинение, первая рукопись сохранилась в Лейдене, Голландии. Об этом писали турецкий вот это писатель, турецкий ученый Нафис Узлук в 1954 году издал его произведение в Турции. А потом уже у нас еще об этом можно много говорить. И имеется еще ряд других писателей. Например, Ахмад Урганчи. 3 стихотворения известно. Махмуд Сараи Гулистанный. Ахмад Кузя Сарай, между прочим, обратите внимание, многие его писатели, авторы носили свои прозвища, свои тахаллюсы, псевдонимы с местом, где они долго жили, где родились. Сарай, сарайский, Булгар, булгарский, Астрахан, Гулистан, гулистанский, вот так. И здесь тоже вот. Один момент, вот, пока не забыл, я говорю, здесь куда же делись, вот,
Такие прекрасные города, прекрасные вот эта кипучая жизнь Золотая Орда. Здесь, конечно, много причин. И, между прочим, так междоусобица. Период особенно вот хорошо было Узбек-хан. Он правил Золотой Ордой в 1312 году по 1341 год. Потом уже начинается. А вот начиная с 59 года, с середины вот XIV века до 78 года, в течение 25 лет правили 20 таких человек, 20 человек. И в этот период вот это распространяется чума. Народ-то уже. И добавляется к этому похода Тимура. Кровавого, среднеазиатского, он для себя, для Средней Азии много делал, а уже вот города были, многие города были разрушены Тимуром специально. Одно из сражений на Кундурше между вот Татарстаном и Самарской областью, там были в 1391 году. И последнее вот в 95 году около Терека, потом уже он специально уже по его указаниям разрушает все города. Вот. И на основе вот Золотой Орды здесь и ряд других причин образуется ханство. В первую очередь здесь ханство, вот это крымское татарское ханство, астраханское, казанское, сибирское, немного позднее это Касымовское, Нугайское Орда. Все вот они на основе вот этой Золотой Орды. Золотой Орды являются вот продолжателями традиции и политическим, и общественным отношениям, и культурным отношениям. И они уже от населения их составляли, основное население составляли татары, не татарский язык, еще они правильно считают их татарскими государствами, татарскими вот это государствами. И традиции, вот, может быть, иногда искать, конечно, можно, если специально ищешь, тогда не получается. Я вот несколько месяцев находился в Хельсинки, Турку, это об архивах там, еще книгохранилищ искал. Ну, в том я много нашел. Между прочим, у меня другой вот это интерес, мухаджирицы, иммигрантской литературы татар. Потому что многие татары-иммигранты, о них я много писал уже, есть там, они занимались, издавали газеты, журналы свои. Я искал сочинения, относящиеся к древности, к средневековью. Нет, не смог найти. А когда иногда случайно находишь. Случайно. Вот Дамир Гарифуллин был, он жив еще, в Сармане живет. Он искал, что сочинение Мухаммедьяра, поэта Казанского ханства. Он искал и в других местах. Оказывается, в сундуке ее покойной матери в сундуке находилась рукопись. Одна из рукописей Мухаммедьяра, Нур-Суду, по-моему. Нур-Суду. Традиции Золотой Орды, они продолжались. Между прочим, вот Золотая Орда уже считается как-то очень сильно влияла и на русские. На русские так, на государственное строительство. Между прочим, там уже многие, вот, как пишут Якубовский, еще Карамзин об этом, еще ряд других, они считают, что многие вот это государственные институты были организованы на опыте сарайский, на опыте это золотоордынский. И, между прочим, об этом еще не говорят, что вот такое, ну, в русском языке. Очень много, вот Никитин, Афанасий Никитин, он ведь вот в 15 веке уже, и Индии, у него есть Афанасий, путешествие Афанасий Никитин, наполовину татарский. И русские знали, и татары знали языки друг друга, такой сильный. А на наш татарский язык, на нашу татарскую культуру, несмотря на огромный вот период жесточайшего колониального гнета, там русификации, еще христианизации, там еще были продолжены. Между прочим, здесь Золотой Орды и в истории других татарских ханств веротерпимость была. Вот хазарский. Один из компонентов татарского народа Хазара в хазарском каганате, он последний в 970 году, здесь веротерпимость. Никаких преследований. А вот Золотая Орда, узбек,
19 году, 1319 году Узбек хан издал указ такой: кто вот нарушает, кто притесняет православных, это верующих, и сейчас церкви вот разрушают, наносит удар, их смертный казнь. Понимаете? Вот такой. А ведь уже в период, когда после Грозного здесь какая что случилось, вы очень хорошо знаете. Но, несмотря на это, мы в какой степени являемся вот продолжателями этого великой Золотой Орды, его культуры. Но, к сожалению, народ об этом еще не знает. Если вы хотя бы немного знали, мы уже, как сказать, бик мискиндевил масир. Нейлерно, шуша. Знание надо. А вот ведь другие сейчас уже, вот знаете, вот, узбеки, казахи, они уже присваивают наши вот татарские, наши вот это исторические данные, они считают, что вот это узбекам, что это казахским были, а мы молчим, скромничаем. Я говорил, что вот, когда вступал в Пекине, китайский профессор мне упрекнул, почему, говорит, скромничает великий народ. Почему скромничаем? Мы вот начинаем, уже продолжаем скромничать.